Этому дому ровно 100 лет. Он старше даты основания Томота на 2 года. Однако в официальных документах год постройки все же указан как 1925. Знают об истинной дате истории дома его обитатели, которые не только хранят память о своих предках в фотографиях и документах, но и живут в нем на протяжении века. Вот прабабушка, которая, вот Прасковья Николаевна, вот это, да, вот это. Да, вот здесь же была русская печка, ну, в 23-м году там, она пекла хлеб для этих старателей, для бригады. Ну, а это вот бабушка, их дочка, это мой отец. Построил дом прадед Надежды Хоменко Андрей Поминов, старатель из Бодайбо, прибывший в эти края со своей женой за лучшей долей. В непролазной тайге начал рубить просеку и из этой же древесины строил дом. С этого дома и началась самая первая улица будущего Томота, улица Октябрьская. Почему-то, когда ко мне приходят гости, особенно которые давно живут в Каменных, говорят: ой, как у тебя тут так, совсем другая аура, деревянный дом. Но я тоже хотела вроде как закрыть, а потом думаю, нет уж, пусть будет деревянный. И так везде все закрыто, все это пластик, химия. Не только сам дом спустя 100 лет в хорошем состоянии, пользуются потомки до сих пор и придомовыми постройками. Ну, а тут ледник. Это раньше, когда не было холодильников, там возили лед с речки, заполняли там сруб деревянный, ну, именно из бревен, и эти сусеки. Сусеки забивали этим льдом, а потом уже летом хранили мясо, рыбу, там, ягоду. Ну, а сейчас мы только картошку летом храним, как чтобы она не выросла в дома в подполье. Не раз дети и внуки хозяйки предлагали Надежде Валерьевне переехать в более новое, благоустроенное жилье. Но, как говорит хозяйка, в родных стенах и дышится легко. Потом мама тут жила. Маме тоже потом дали вот в этой двухэтажке квартиру, как ветерану труда тоже. А дом так, она тоже не смогла. А потом думаем, что его уже потом сносить, что-то тут начали интересоваться. Да стоит, да стоит. А провели отопление, естественно, уже сделали благоустроенный дом. Конечно, я тут отдельно жить это. В другой раз посмотришь в этих сараях тоже. Думаю, надо как-то то ли в музей отдать, то ли у себя музей сделать. Незаурядному характеру, смелостью и трудолюбию тех, кто осваивал в те трудные годы Южную Якутию и основал здесь город-сад, можно только позавидовать и восхищаться. Кстати, проект Томота родился всего за одну ночь. Автором его является нарком по финансам Якутии Алексей Семенов. Тот самый, кто в трудные первые советские годы придумал и внедрил в оборот винные деньги. И благодаря таким людям сегодня томотцы могут по праву гордиться нынешним видом города и сохранившимися старыми домами, естественным бульваром из вековых сосен и лиственниц вдоль берега реки Алдан. Туяра Филиппова, Семен Семенов, город Томот.